Здесь вот зелень посеяла. Здесь вот огурцы. А вон, смотри, сколько малин. Видишь, яблони красивые цветет. Смородина. Яблони, посмотри. Прям цветет и не хочет останавливаться. Это очень красивые красные яблони. Вон там в углу тоже красные яблони. Красивые, красивые, вкусные. Вот. Алыча у меня подсохла, он срезал, а одна ветка осталась. Вот так. Еще что? Ну, здесь картошку посадили, здесь фасоль, а подсолнух посадила, прям прелесть. И белую кукурузу. Вот. Здесь вот груша уже отцвела, вот яблоня цветет вовсю. Вон там смородины, кусты. А малина вдоль заборов идет. В этом году клубника должна быть хорошей. Уже вовсю цветет. Вот это мой огород. Мне спасибо очень. Соседи помогают. Вот напротив живет Георгий такой. Вот. А часто бывает, знаешь, вот вожусь. Нет, да и упаду. Они в огороде прибегают, поднимают. На улице дождливо. Куртку мне давай. Это не надо. Ну, куртку же на это не одену, а на улице дождь. Да? Там просто моросит, и под зонтиком. Ты думаешь, куртка намного теплее, чем этот пиджачок? А в чем? Я ж тебе зонт дам все равно. Готово. Не, еще туфли надо протереть. Сейчас. Здесь просила квартиру. Тогда тоже давали квартиры. Ну, бесполезно. Сказали, что без тебя хватает. Я здесь на демонстрации ни разу не была. Первый раз еду. Волнуетесь? Нет. Это же не страшно. Я пострашнее проходила. А это что? Это удовольствие. Сами сейчас. Садитесь. Садитесь. А вы вот сюда садитесь. Спасибо. Ну, я
училась в педучилище. И война уже близко подошла к нашему городу. И студентов, комсомольцев взяли в ПВО. Наблюдали за самолетами, где бросают бомбы и все такое, сообщали. Вот. И вот в один прекрасный день к директору училища пришли военные, 3. Ну и комсомольцев вызывали, несколько человек. Ну и меня вызвали, спросили, кто на войне, чего, что. Ну, я сказала, что дядя на войне. Все, меня спросили, хочешь защищать Родину? Как скажешь, не хочу. Конечно, хочу. Ну, вот распишись, говорит, и все. Я расписалась, пошла, побежала в общежитие. Общежитие было на 2-м этаже, в зале. Поздно вечером принесли повестку. А я уже не могу домой прийти, ни матери, ни отцу сказать. И откуда знала, что так быстро надо? Вот. Ну, а там девчонки взяли, наволочку освободили от подушки. Туда положили кусок колбасы, буханку хлеба и нижнее белье. И солдат готов. Мы были в разведке, и когда оттуда вернулись, командир части сказал, что по телефону, чтобы я осталась там, потому что и командира взвода убила, и командира роты убила. Говорит, возьми командование. Я говорю, какой с меня командир? Нет, возьми, ты можешь. Ну вот, пошли в наступление. Ну вот, противотанковая мина меня и подкосила. Вот. Сразу подбросила. И когда на пол упала, на землю упала, я смотрю и в шоке, я говорю, а где мой сапог? Не говорю, где нога, а говорю, где мой сапог? Меня на санитарном самолете из Керчи привезли в Краснодар. И я очнулась только на операционном столе, когда мне уже кончили делать операцию. Ну вот там уже поняла, что я осталась без ноги. И ну вот как молодой девочке. Тяжело, правда? Приехала домой, и вот по тарелке слышу, что война кончилась. Я сидела и плакала. Я плакала о товарищах, которые не вернулись. Над собой плакала. Можно бозой, это Варшава. Саудам вира рада, она не ждет. Держись крепко. Взаимно, взаимно. А мама, eu вертаться тоже поросtam под Варшава. Сейчас молодые уходят. Ну, само собой, а мы еще держимся. Ой, пятый раз. 90 есть. Да мы ровесники.
все с палками. А я с костылем. Хаштаг раз. Ниже иди. Ниже иди. Я воротник твой поправлю. Хочу, чтобы ты красивый был. Пусть ваши дети не увидят то, что мне пришлось. Варя, здравствуй, с праздником тебя! Вон обещак-то. Здравствуй, родной, здравствуй. Ты что? Ай, потихоньку. Ninti davniankam bölümünde kaldım. Orta badı bandım. Ben Подошел. за них шишгон. Так косомо до меня. Здравствуй, спасибо. Спасибо. Ой, какая я страшная. Почему страшно? Не знаю. Ой, идем, неудобно. Неудобно, нехорошо. Здравствуйте. Молодец, я рада вам. Как вы? Ничего, Нормально, да? Сестра Лина. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Тихо, 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 не дерись, Варя, не дерись. Как внук? Куда ты? Еще рано. Да ладно, рано, он почти мой Будет тебе. ровесник. Ну да, твой ровесник. Дай бог, чтобы ты поняла. Спасибо. А другое дело. До 17 лет жила как птичка. Прыгала, плясала. А сейчас... В 71 год уже не расстаюсь вот с этой клюшкой. Сколько я еще буду смотреть, не знаю, но постараюсь, чтобы сколько бы не было, но чтобы было весело. Не хочу грусти. И так много грусти видела.